вечер, дорогие друзья! Сегодня у меня волнительный вечер. Я представляю вам свою первую книгу «Русская Валетта». Вы спросите, зачем люди пишут? У всех своя история, и моя выглядит так. Я рано научилась читать и с детства полюбила книги. Всю жизнь я мечтала напечатать свою, и вот, наконец, моя мечта сбылась. Вы снова спросите, а как ты ее написала? С удовольствием расскажу и покажу. Так почему же книга о Валетте? Потому что столица Мальты, твердыня рыцарей-госпитальеров и объект мирового наследия ЮНЕСКО – необыкновенное место. Конечно, в мире немало музеев под открытым небом, но мальтийская версия отличается целостностью. Сами мальтийцы называют ее Эльбельт, что значит «город». Но в том-то и дело, что по духу он не сколько мальтийский, сколько европейский. Его сокровища принадлежат мировой культуре, а значит и всем нам. Здесь легко отыщется итальянский, испанский, французский след. Недаром орден госпитальеров, объединявший рыцарей из разных стран, называют прообразом современных структур типа ООН. А раз так, то почему бы не быть и русской Валетте? Ведь русско-мальтийским отношениям не 100 лет. История госпитальеров начинается, как подсказывает название ордена, с госпиталя. История русской Валетты, как выясняется, тоже. Следуйте за мной и сами убедитесь. Мальтийские рыцари. С чем они у вас ассоциируются? Ну, конечно, восьмиконечный крест, боевые доспехи, мощные крепости. А мне кажется, что самое важное – это больница. Ведь члены этого старинного ордена не зря зовутся госпитальерами. Их миссией была забота о паломниках, идущих поклониться Святой Земле. В Иерусалиме находился их первый странноприимный дом, и потом, куда бы ни забрасывала их судьба, они строили свою сакроинфермерия – священную лечебницу. Та, что перед вами, стала знаменитой на всю Европу. Иностранные путешественники оставили восторженные отзывы об ее устройстве и методах лечения. Больные здесь ели и пили на серебре, и за ними ухаживали знатные рыцари. Среди этих путешественников были и русские, например, сподвижник Петра I, боярин Борис Шереметьев. Не его ли мальтийские впечатления вдохновили графа Николая Шереметьева, потомка, на рыцарские поступки в жизни, на брак с актрисой крепостного театра Прасковьей Жемчуговой, на строительство странноприимного дома в Москве и даже на строки из завещания: «Не живите себелюбивой жизнью, живите для пользы нуждающихся». Желание покопаться в русско-мальтийской истории появилось у меня несколько лет назад. Этому способствовало общение с целым рядом людей и их работами. Это моя покойная подруга Елена Раскина, доктор филологических наук, одна из крупнейших исследователей творчества Гумилева. Она была бесконечно влюблена в Мальту и написала о ней много прекрасных работ и стихотворений. Это известные мальтийские искусствоведы и картографы, доктор Альберт Ганада и Джозеф Скиро. Они любезно предоставили мне информацию и иллюстрации для нескольких глав. Я преклоняюсь перед их молодой энергией в весьма почтенном возрасте, с которой они продолжают свои научные изыскания и щедро делятся ими со студентами и широкой публикой. Наконец, это покойная Елизавета Золина, директор РЦНК в 90-х годах, с которой я не была знакома лично. Елизавета Суреновна, тем не менее, беседовала со мной со страниц своего фундаментального труда «Ромасия и Мальта. Путешествие через века». Благодаря ей я узнала историю русских эмигрантов первой волны, оказавшихся на Мальте. Историю жизни Натали Путятиной, которая некогда выступала в самом прекрасном театре Валетты. Интересно, узнала бы русская княжна это здание сейчас? О человеке с непростой судьбой говорят, ему выпала злая доля. Но это относится не только к людям, но и к фильмам, картинам, книгам и даже памятникам архитектуры. Перед вами яркий образчик того, как может не повести зданию.
Это руины Королевской оперы, которую во второй половине XIX века спроектировал английский архитектор Эдвард Миддлтон-Берри, создатель Ковент-Гардена. Работая над Матийским проектом, он, кто знает почему, не учел, что на месте постройки будущей оперы имеется перепад рельефа. Пришлось все переделывать. Но это только начало заключения Королевской оперы в Валетте. Через несколько лет в здании случился пожар, но это была только репетиция главного несчастья. В 1942 году Королевская опера была стерта Люфтваффе с лица земли. То, что вы видите сейчас, современный архитектурный проект итальянского архитектора Ренцо Пиано. Теперь это концертная площадка под открытым небом. В стенах этого театра почти 100 лет назад выступала русская женщина с не менее сложной судьбой. К счастью, итогом ее жизни стали не приукрашенные руины, а прекрасное дело во имя красоты и искусства, которое живо на Мальте и по сей день. История ее жизни глубоко тронула меня. Любой акт творчества – это путешествие по неизведанным территориям. Мы не знаем, когда, где и, главное, чем закончится наше странствие. Тем интереснее. Однако все ли готовы дойти до конца? Нельзя просто так взять и написать книгу. После того, как я задалась вопросом, а много ли в Валетте мест, связанных с русско-мальтийскими отношениями, мне предстояло источники информации обнаружить, прочитать, осмыслить прочитанное, включить в концепцию, затем много раз обойти пешком мальтийскую столицу, сделать фотографии, посетить музеи, запросить иллюстрации в музейном управлении, побеседовать с рядом людей, а потом сесть за рабочий стол и написать текст, и перевести на другой язык, и вычитать, и продумать дизайн. Мой редактор-переводчик английской версии и мой дизайнер не только прошли со мной весь путь до самого конца, но и указали на ряд сокровищ, которые были скрыты от моих глаз. Так случилось, например, когда мы готовили главу о русских писателях на Мальте. Где находятся точки соприкосновения двух культур, понятные и русско-, и англоязычному читателю? Чувствуешь себя, как экскурсовод в музее. Продолжим нашу экскурсию. Дорогие друзья, добро пожаловать в Муза, музей изящных искусств Мальты, который находится в самом начале Мерчант-стрит. Здесь выставлен скульптурный портрет Антона Чехова, работы знаменитого скульптора Мальты Антонио Шартино. Они тезки. Но это не единственное странное сближение, которое мы найдем в этом музее. И русский писатель, и мальтийский скульптор были выходцами из простых семей и сами всего добились благодаря таланту и работоспособности. Оба родились во второй половине XIX века, когда мир стремительно менялся. Это ощущалось и в огромной России, и на крошечной Мальте. Как известно, творцы от Бога обладают сверхчувствительностью ко всему, что происходит вокруг. И в отличие от обычных людей, придают своим чувствам, зачастую пророческим, форму. Исследователи выделяют 3 творческих периода и у Чехова, и у Шартино. Великий русский писатель прошел путь от плодовитого, но легковесного Антоши Чеханте до непревзойденного мастера психологического рассказа и драматурга мирового уровня. Что касается мальтийского скульптора, то он начинал от подражания Агюсту Родену и закончил, поднявшись до подлинных высот футуристического искусства. Прекрасные коллекции его работ, среди которых достойное место занимает скульптурный портрет Антона Чехова, отведен в музе целый зал, в котором мы сейчас и находимся. Мне хотелось написать интересную книгу для самого широкого круга читателей. И для этого нужно было самой вновь почувствовать себя на Мальте неофитом. Но я прожила здесь почти 20 лет. Как же я вышла из такого положения? Да очень просто. Сделала то,
что раньше не делала, а именно встала в 5 утра, чтобы встретить восход солнца с видом на Валетту, а затем успела пробежаться по городу с фототехникой наперевес, пока нет машин, людей, и здания выглядят свежими, умытыми в лучах утреннего солнца. Последней остановкой моего утреннего фотомарафона стала площадь Святого Георгия. Я сидела на лавочке и пыталась вернуться из 5-го измерения, куда меня забросила рассветная прогулка по Валетте. Вот бы еще на пару-тройку веков назад перепрыгнуть. Да легко. Мимо этого здания все, кто работает в Валетте, проходят каждый божий день. Перед вами дворец великого магистра, главы ордена госпитальеров, главных защитников христианства в Средиземноморье. Почему же самый важный человек на всем острове решил поселиться в этом суровом здании с несимметричным фасадом и минимумом декора? Уж, казалось бы, мог себе позволить. Все дело в том, что в конце XVI века, когда он был построен, дворец выглядел вполне в духе времени, когда все Средиземноморье было объято войной креста и полумесяца. Декоративные элементы появились много позднее, когда Мальтой правил великий магистр Мануэль Пинто де Фонсека. Истинный сын галантного века, он решил преобразить суровый облик рыцарской столицы. Дворцовый фасад Пинто приказал украсить 2 деревянными галереями. По ним он любил прогуливаться, поглядывая на свою столицу, как театрал из ложи глядит на сцену. «Весь мир театр, и ах, какой актер во мне погибает!» наверняка думал в такие минуты Пинто. Но каким бы пышным ни был его двор, блеск его окружения мерк перед могуществом той, чей портрет хранится в посольском зале этого дворца. Интересная книга – это полдела. Надо, чтобы она еще и полезной была. Именно поэтому я включила в нее 2 простых пешеходных маршрута. Этот жанр я люблю особо, так как за несколько лет написала около полусотни пешеходных колонок для русскоязычных журналов «Моя Мальта» и «Мальтийский вестник». Формат книги же хорош тем, что в нем и истории, и маршруты можно объединить в одно целое. В русской Валетте по-другому и не получится. Более того, на выходе родится весьма любопытная историко-культурно-пешеходная история. По крайней мере, я очень старалась, чтобы вышло именно так. Не случайно последняя глава посвящена Российскому центру науки и культуры, где благодаря нашим общим усилиям обитает русский дух и пахнет Русью. И все это происходит с молчаливого согласия и, надо полагать, одобрения самого таинственного обитателя РЦНК. Давайте познакомимся. Если и есть у Валетты русская душа, то она находится здесь, в Российском центре науки и культуры. Здесь говорят по-русски, думают на русском языке, читают российские книги и слушают русскую музыку. И здесь всегда рады гостям, которые любят Россию и хотят узнать о ней еще больше. Здание, в котором Российский центр помещается, помнит истории и Шереметьева, и Екатерины II, и Чехова, и Путятиной. Просто потому, что стоит здесь с конца XVI века. В этом доме жил сэр Оливер Старки, английский рыцарь. Он был латинским секретарем великого магистра Жана Паризо де Валетто, победителя в Великой осаде Мальты и основателя города. В этом доме, это секрет, до сих пор обитает привидение сэра Оливера. Когда-то оно вело себя неподобающим образом, говорят, закатывало пирушки, прятало вещи. Но со временем дух сэра Оливера стал добрым и галантным, и сотрудникам центра нет причин жаловаться. Дорогие друзья, вот и закончилось наше путешествие по русской Валетте, городу и книге. Я уверена, что путеводитель-справочник «Русская Валетта» Russian Valletta на русском и английском языках будет интересен и полезен и русско- и англоязычным читателям. Особенно хочется надеяться, что этой темой заинтересуются молодые билингвальные читатели, много лет прожившие на перекрестке русской и европейской культур. Сужу по собственному опыту. Рано или поздно у них наступит понимание,
что обе эти культурные дороги им открыты, и это существенно обогатит их понимание мира. Русская Валетта появилась на свет при поддержке Российского центра науки и культуры. И сейчас мне хотелось бы попросить Максима Петровича Рыжакова, исполняющего обязанности руководителя представительства Россотрудничества на Мальте, помочь мне вручить первые экземпляры нашим соотечественникам. Добрый вечер всем. Я знаю, что все с нетерпением ждали выхода нашей книги. И я с удовольствием вручу первые экземпляры этого издания нашим организациям наших соотечественников. Но прежде всего я хотел бы поблагодарить Светлану за столь интересный и увлекательный рассказ об интересных событиях российско-мальтийских отношений и вручить этот букет как символ творчества и новых успехов с ожиданием, что Светлана нас порадует наверняка не одним выходом подобного справочника, ну и совершенно однозначно каких-то еще интересных статей и книг. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо. А теперь давайте, Светлана, с вами вручим первые экземпляры организациям наших соотечественников и активным участникам. Мы дарим книги Наталье Камиллери, председателю Координационного совета Ассамблеи российских соотечественников Мальты и директору Российской школы-пансиона Мальта Краун. Замечательная инициатива, огромное спасибо. Надеемся, что будут еще следующие выпуски не только «Русская Валетта», но и «Русская Мдина», «Русская Коза», например. Спасибо большое. Спасибо, Наталья. Мы вручаем книги с огромным удовольствием Любави Фаруджа, основателю и директору образовательного центра «Мир гармонии». Светлана, очень благодарна вам за то, что вы пригласили нас. Была очень интересная презентация, и с нетерпением хочется прочитать вашу книгу от первой странички до последней. Спасибо Теперь читайте. огромное. Спасибо вам большое. Мы вручаем книгу Ирине Гресь, директору русского детского сада «Крошка.ру». Поздравляем, Светочка, с таким важным событием в вашей жизни и дальнейших вам успехов в этом нелегком деле. Спасибо большое. Вот сюда. Давайте поставим пока сюда, да. Спасибо вам. Спасибо. 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 Думаем, что мы даже найдем полезное для наших малышей из этой книги. Спасибо. Обязательно потом расскажите, что именно вы для них взяли. Но Спасибо мы большое. адаптируем. Вручаем книгу Анастасии Лесниковой, издателю журнала «Моя Мальта». Большое спасибо, поздравляю с замечательным Спасибо тебе. изданием. Да, желаю дальнейших успехов. Да, Спасибо огромное. Спасибо. Вручаем Мартину Микаллифу, представляющему Ассоциацию мальтийских выпускников российских вузов. Спасибо огромное. Спасибо огромное, Мартин. И мы вручаем книгу Эльвире Атар, организатору конкурса чтецов «Живая классика». Поздравления наши от всего фонда. Спасибо. Гордимся Спасибо. И действительно учимся у вас. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, спасибо за внимание к презентации моего путеводителя справочника «Русская Валетта» Russian Valletta. Эта книга – некоммерческая инициатива, поддержанная РЦНК, и определенное количество экземпляров уже доступно для чтения в нашей библиотеке в РЦНК на Мальте. Приходите, записывайтесь в нашу библиотеку, там вы найдете много всего интересного. И до новых встреч! Спасибо за все!